Таджикистане задержали очередного оборотня в погонах. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как их распознать и не попасться им на крючок. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. У нас все коррумпировано сверху донизу, как и везде. В Таджикистане задержали сотрудника Министерства внутренних дел по Хатлонской области после того, как тот принял крупную взятку, сообщает агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана. Подозреваемым оказался капитан МВД по Кубадионскому району. Он обвиняется в мошенничестве и взяточничестве. По данным антикоррупционного ведомства, сотрудник министерства вместе с сообщником получил большую сумму денег за положительное решение в уже открытом уголовном процессе. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 50% таджикистанцев давали взятки в последние 12 месяцев, говорится в докладе Transparency International «Люди и коррупция». Отчет составлен по результатам опроса, проведенного среди населения страны. Согласно полученным данным, Таджикистан находится на 25-м месте по уровню коррупции в мире. И это несмотря на заявленные властями новые меры по ее предотвращению. Согласно источнику, задержанные договорились за 154 тысячи сомани, около 14 тысяч долларов, помочь гражданину А решить уголовное дело его сына, возбужденное сразу по 6 пунктам. Установлено, что сотрудник МВД все деньги получил. По данным источника, теперь в отношении капитана милиции возбуждено уголовное дело по статье 247, часть 4б, и уже передано в суд. В случае признания вины задержанному грозит штраф в размере 87 600 тысяч сомани, около 8 тысяч долларов, и лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Да сейчас же везде платят. Сейчас бесплатно, извините, только даже сыр только в мышеловке. А везде платим. Как вы считаете, это правильная мера наказания? И вам попадались уже подобные оборотни в погонах или другие люди, которые за все требуют взятки? Ведь, к сожалению, Таджикистан — это страна взяток, где за любую помощь требуют деньги. Да еще с нашей ужасной системой правоохранительных органов, которые не защищают свое население, а наоборот грабят и используют. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пример. Получил чиновник $500 000. Заплати $100 000 государству, не сиди, а разницу в 400 000 положи в карман. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.